все люди в масках ходят. Это видео из города Ухань, где была зарегистрирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. О ней власти Китая сообщили миру под Новый год, 31 декабря. 7 января китайские ученые установили возбудителя. Им оказался до настоящего времени неизвестный вид коронавируса, на 80% схожий с вирусом атипичной пневмонии. Подтверждено уже 17 летальных случаев. Выявлено 600 зараженных в Китае и за его пределами в США, Южной Корее, Японии и Таиланде. В России на данный момент не зарегистрировано ни одного случая. Федеральные власти усилили контроль на границе, чтобы снизить риски. В российских аэропортах пассажиров, прибывших из-за рубежа, проверяют на тепловизоре. В настоящее время все службы международного аэропорта Пермь, ответственные за прием пассажиров, переведены в режим повышенной готовности. С помощью тепловизора температура тела измеряется у нас у каждого прилетающего пассажира. Особое внимание мы уделяем рейсам, прилетающим из Азии. Это направление Таиланд, Вьетнам, Индия и Китай. На сегодняшний момент подозрений на китайскую пневмонию не возникло пока ни в одном из случаев проверки. Тем не менее, в аэропорту уже организована дежурная служба на случай, если заражение будет обнаружено. В интернете появилась информация, что на самолете, прибывшем в Пермь из китайского города Санья, находилась больная пассажирка. Однако представитель пресс-службы аэропорта Большое Савино Евгений Кузнецов эту информацию не подтвердил. На борту был обнаружен пассажир с признаками повышенной температуры. У него взяли все экспресс-тесты, и что показало, что заболевания нет. Тем временем на родине смертельного вируса в городе Ухань ввели временный запрет на выезд местным жителям. Власти приостановили работу автобусов, метро, аэропортов и вокзалов. Официально подтверждено, вирус передается воздушно-капельным путем. Однако, что касается посылок из Китая, то опасения напрасны. Обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, что он мутировал и стал более устойчивым, крайне низко. А вот березняковские и даже пермские эпидемиологи никаких официальных комментариев нам не дали. Мол, к ним не поступало никаких инструкций сверху. Светлана Обаянская, директор березняковской турфирмы, в декабре приехала из Китая. К слову, в этой стране она была 34 раза. Если мы говорим о том, опасно ли для туристов, которые выезжают в ближайшие курортные зоны, а из Перми мы летаем, это Таиланд, это остров Хайнань непосредственно китайский, это Вьетнам, Индонезия, то я могу с уверенностью сказать на 100%, что нет. Вчера было получено официальное письмо из правительственное письмо с острова Хайнань о том, что у них не зафиксировано ни одного случая, и у них введены все меры предосторожности. В любом случае, если вам предстоит поездка в Китай или другие страны Востока, столичные медики советуют соблюдать меры предосторожности. Часто мыть руки, пить только бутылированную воду и кушать термически обработанную пищу. Избегать рынков, зоопарков и мест массового скопления людей. И не забыть с собой аптечку с лекарствами. Зарубежные медикаменты не всегда подходят для нашего организма. А при первых признаках недомогания сразу обращаться к врачу. Влада Фельская, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.